Во-первых, большое спасибо за приглашение на сегодняшнее мероприятие, которое очень значимо не только для Всемирного конгресса татар, но и для Московской области. Во-первых, хочу передать слова приветствия и благодарности за вашу работу от лица министра правительства Московской области по социальным коммуникациям Швелидзе Кетеван Георгиевны. И она просила передать пожелания здоровья, счастья, успехов в нашей совместной общественной деятельности. Фарид Шамилович уже, собственно, почти все рассказал, что я хотел. И Ильдар Рашидович меня дополнил. Но это мои коллеги, и я не побоюсь этого слова, мои друзья, с которыми мы активно работаем уже не один десяток лет, понимаем друг друга и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Но если говорить в целом, то сегодняшняя Московская область, на территории ее действует 125 национальных общественных объединений, которые представляют интересы 15 национальностей, проживающих на территории Подмосковья. Так вот, третья часть, 41 общественная организация, это различные татарские общественные организации. И я хочу сказать, что, безусловно, это наша опора, это люди, с которыми мы взаимодействуем, это люди, с которыми мы проводим значимые для Подмосковья мероприятия. Фарид Шамилович уже сказал про областные сабантуи, которых прошло уже 20 в различных муниципальных образованиях. А я хочу сказать, что это не только праздник, который объединяет народы, проживающие на территории Подмосковья или того или иного муниципального образования. Этот праздник несет в себе и зримые изменения и в жизни социально-экономической, потому что каждый такой праздник завершается заключением соглашений между соответствующим муниципальным образованием и муниципальным образованием Республики Татарстан в экономической области, в социально-культурной области и в многих других областях. И это очень важно и ценно. И дальше это сотрудничество уже идет вне зависимости от желания правительства области, от желания наших региональных и местных общественных организаций. Оно крепнет, развивается, и это очень ценно и важно. Предыдущие 2 года были сложными для нас в отношении проведения различных мероприятий, но вместе с тем мы постарались сделать так, чтобы все мероприятия провести. Пользуясь случаем, хочу сказать, что на текущий 2022 год в бюджете Московской области в 2 раза увеличена сумма субсидий, грантов на отдельные общественно полезные проекты национально-культурной автономии Московской области. Где-то в середине февраля, я думаю, мы будем объявлять конкурс на получение этих пособий. Поэтому смотрите объявление в газете «Подмосковье. Ежедневные новости». Возможно, мы проведем некий семинар, поэтому готовьте свои проекты, тем более есть события, которым можно их посвятить. Что касается 1100-летия добровольного принятия ислама в Волжской Булгарии, то начиная с субботы мы начинаем проводить мероприятия, которые включены в план правительства Московской области. И в Щелково начинает работать передвижная выставка, посвященная этому большому событию. И в дальнейшем все эти мероприятия будем проводить в плановом порядке совместно с Духовным управлением мусульман Московской области, местными общественными и религиозными организациями, которые заинтересованы в этом. Я уверен, что мы с вами и в этом году наладим плодотворное сотрудничество, и я желаю вам всем прежде всего здоровья, успехов. Мы открыты для взаимодействия. Любые ваши проекты и начинания готовы поддержать. Пожалуйста, мы всегда на связи в любое время, как говорится, дня и ночи. Ну и Ильдар Рашидович, он хозяин музыкального фестиваля, мы с ним каждый раз после его проведения обсуждаем, а зачем это надо. Ильдар Рашидович всегда задает философским вопросом, а я ему говорю, посмотрите на лица людей, которые были даже вот в прошлом году, и это надо. И поэтому я думаю, что если тут присутствуют представители других регионов Центрального федерального округа, то хотел бы пригласить их тоже принять участие в этом фестивале, который традиционно проходит в Орехово-Зуево. Ну и в любых иных наших мероприятиях мы рады всегда видеть гостей. Поэтому успехов вам, всего самого доброго. Спасибо.
Кушан Хазрет, Виталий Николаевич, Эльдар Рашидулла, Харид Шамилюлла и дорогие друзья, соотечественники, я очень рад присутствовать в таком большом собрании, которое проводит Всемирный конгресс татар, и очень это эффективное. Это от того, что мы узнаем, на каком уровне мы, на каком уровне другие регионы работают, и что-то перенимать опыт, и что-то передавать. Но, к сожалению, я еще могу сказать, в течение 2 лет из-за этой пандемии в нашей регионе не давали проведения сабантуя. Театры работали только на репетиции, к сожалению. Но я думаю, в этом году должны уже, кажется, открыть это все. Потому что хочется. У нас 2 театра. Это, кажется, драматический театр самодеятельный, возглавляет заслуженный артист России Кашаев Мухаммед Баширович. Он ведущий, кажется, артист Ивановского драматического театра. Музыкальный театр возглавляет Рушания Хазиева. Она ведущая солистка музыкального театра. Окончила консерваторию в Казани и на конкурсе Татармога была лауреатом. И вот такие профессионалы работают в содружестве совместно со мной. Я единственный возглавляю и духовное управление мусульман Ивановской области. Первый заместитель у меня тоже, как сказать, ученый, в прямом смысле можно сказать, Халид Хазрет. Он сейчас окончил на отлично кажется, аспирантуру в нашем университете, сейчас готовится к защите, преподает в университетах, Энерговом университете, медицинской академии и в Ивановском государственном университете. Пригласили как преподаватель уже, первый заместитель. Но я стараюсь привлечь в основном этих интеллектуалов. У меня все в основном эти. Очень много хорошо помогает Ханефа Фаргудинова, доктор наук, профессор университета, ну и другие. Ну, знаете что, готовы мы спектакли сейчас, чтобы выходили на регионы и другие, сколько раз мы в Казани показывали. Но я хочу сейчас рассказать об этом преподавании татарского языка. К сожалению, опять из-за пандемии не дали пока открыть школу для преподавания у нас в системе дополнительного образования. Сказали, пока нельзя. Я у губернатора встречался, он сказал, давай, Фарид Усманович, после пандемии у нас эта школа преподавали татарский язык, арабский язык. Сегодня, на сегодняшний день работает только, кажется, Татарча Кюреш. У нас в 18-й базовой школе около мечети выделен отдельный зал Татарча Кюреш, штатная единица, и который работает очень успешно. Ну, много работы, молодежь очень активно работает, но только из-за пандемии. Потом, знаете, вот, кажется, Василий Гаэс, что дин белян, весняки дин белян, потому что театры, которые участвуют, люди, в театры приходят, и они постепенно, кажется, начинают ходить и в мечеть. Потому что у нас нет отделения. И вот это очень важно. И второе, приходит очень много театры, кажется, участвуют эти артисты, так называемые артисты, которые не знают русского языка, татарского языка. И они учатся и передают по наследству другим этим даже. Потому что с театрами мы тоже очень здорово работаем на татарский язык. Ну, так что будем работать. У нас сзади мечети, вы знаете, в прошлый раз, наверное, видели, но только началось строительство. Сейчас подвал сделали, цокольный этаж, это 600 квадратных метров, уже как молельный зал работает. В течение 2 лет построим культурный центр, эти 5-этажные здания с 2 лифтами. 2 этажа, последние, 5-й, 4-й, 5-й, это, кажется, школа изучения языков. Это татарский, арабский, русский, английский и фарси. Потом
сейчас уже готовим артефакты. У нас это открывать будем в этом культурном центре музей истории татар на территории Ивановской области. И еще на сегодняшний день у нас подготовлен договор с музеем Бурылина проведение, кажется, очень больших это мероприятий совместное с музеем Москвы, кажется, посвященное 1100-летию принятия ислама в Русской Булгарии. Это, чтобы вы знали, Бурылин – это фабрикант, очень известнейший в Иваново. Он очень много ездил по мусульманским странам, привез очень много артефактов, в том числе и даже мумии есть в музее. Вот. И очень много артефактов забрали после революции в московский музей, бурылинские эти артефакты. Вот эти. Он построил здание музей и подарил городу Иваново. И вот мы хотим тоже совместно обратимся в правительство Республики Татарстан, чтобы вошли мы в программу и местные правительства Ивановской области, и это, кажется, и другие фонды. Потому что будем проводить осенью, будет совместно с музеем Москвы. И будем показывать Иваново, Москве и планируем Татарстан, Казань. Вот такой вот планы. На сегодняшний день я представляю Космоград, город Королев, космическую, негласную космическую столицу, да, России. При том, что образование в городе Королев ориентировано в основном на техническую область, я являюсь директором ассоциированной школы ЮНЕСКО. В проекте ассоциированной школы ЮНЕСКО есть ряд стран, в том числе Российская Федерация. И мы являемся официально сертифицированной школой ЮНЕСКО, многонациональной. В нашей школе обучается 28 этнокультурных представителей различных национальностей, в том числе дети татарской национальности. Что такое ребенок? Ребенок представляет семью, ребенок представляет фамилию, да, отцов, матерей. Поэтому я сегодня с большим удовольствием слушал выступления. О своей работе мы неоднократно публиковались и в СМИ, и, значит, в Московской области. Мы ежегодно проводим фестивали национальных культур на базе школы, и это является основой воспитательной работы. На сегодняшний день основная цель ЮНЕСКО – это сохранение культурного наследия человечества. Это возможно только в мире. Только в мире, дружбе и согласии. К сожалению, выросло несколько поколений людей в мире, которые не знали войн. Не зная войн, мы теряем ценность мира. И это очень важно на сегодняшний день, подрастающее поколение, учить в духе дружбы, не в духе толерантности, а дружного, мирного диалога. И это очень важно закладывать эти семена на уровне общего образования, потому что, да, есть доп. Образование, есть воскресные школы, есть культурные центры, но сито общего образования в Российской Федерации, оно охватывает все население. Это гораздо более тонкое сито, которое охватывает больше массы. Поэтому я озвучу. В нашей школе обучается 2500 детей, 2 дошкольных отделения и 1400 детей в общеобразовательной школе. 28 национальностей на 3-й позиции после, значит, братских народов русского, украинского. У нас занимают татары, азербайджанцы, армяне. У нас был опыт проведения фестиваля национальной дружбы. И я с удовольствием, школа живет своим пульсом, да? У школы не календарные года, а учебные. 22-23 год мы готовы, и я думаю, что педагогический коллектив поддержит. И я хочу заручиться поддержкой татарской общественности. Мы готовы провести в школе ЮНЕСКО фестиваль национальной культуры Татарстана. Поэтому, пользуясь случаем, сегодня говорили о том, что есть возможность подать заявку на костюмы, национальные костюмы. Пользуясь случаем, сразу подаю, да? Вот такая татарская традиция. Если есть такая возможность, мы бы с удовольствием получили в дар комплект, который будет действительно
важен и нужен для детей. С удовольствием откланиваюсь. Спасибо большое. Хотя в этом году нам исполняется ровно 10 лет, это будет 29 августа. Вот, и у нас нашему городу Касимову, который я представляю, исполняется 870 лет, поэтому я вас приглашаю на наш юбилей. Вот, исполняется наша организация 10 лет. Вот, и одновременно в этот день будет праздновано 570-летие Касимовского ханства, которое просуществовало больше, чем Золотая Орда. И вот тоже эти рамки тысячелетия принятия ислама в Волжской Булгарии, как бы мы все свои мероприятия проводим. И с 2015 года были выиграны деньги, субсидии правительства Республики Татарстан. А тема такая была: Сюмбике, выдающая женщина и правительница, к истории связи татарских государств 15-16 века. И вот мы эту тему развивали постепенно, выиграли также муниципальную инициативу, сделали сквер казанской царицы Сюмбике. Сквер был успешно запущен, посажены деревья там ценных пород. Красиво очень все получилось. Вот. И разработали памятник казанской царице Сюмбике. Выиграл конкурс украинский скульптор Вениамин Сидоренко. Памятник получился хороший. Видели, наверное, вчера, да, его? Да, и этот памятник мы уже в декабре привезли в город Касимов. Он у нас находится на ответственном хранении. Вот буквально на следующей неделе мы встречаемся тоже в Духовном управлении мусульман России, потому что памятник просто так уже не поставишь. Вроде бы вначале нужно было сделать сквер, куда памятник поставить, но, видите, одно тянет совсем другое. Теперь нужно поставить постамент, куда уже водрузить этот памятник. Ну, конечно, все это благодаря Республике Татарстан, о том, что мы выигрывали субсидии, каждый год выигрываем, Бигзур Ахмат вам, и благодаря, конечно, муфти шейху Равилю Ганидину, который поддержал этот проект. Ну вот многие говорили, жаловались, потому что вот в пандемии там как-то они не изучали татарский язык. У нас тоже пандемия в Касимове тоже была, сами знаете, да, она везде. Вот. Но тем не менее есть компьютеры, вот, есть онлайн, все это нормально проводится. Даже вот такой пример, у нас вот есть Костровская медресе, которую мы взяли себе в собственность. То, что у нас связано в Касимове, все как-то дается очень так тяжело. Но мы идем намеченно к своим целям, к своим успехам. Вот. И у нас теперь есть татарский центр, который находится в историческом Костровском медресе. Руководству города Касимова как бы это понравилось. Вот то, что мы это отремонтировали, сделали на собственные средства, и Татарстан нам помогал в приобретении вот по поводу всех вот этих проектов, которые и компьютер, всю оргтехнику нам все предоставили. Вот. И район как бы взял эту инициативу. И нам в районе, где компактно проживают татары, у нас есть населенный пункт Шерен Татарща, Подлипки сейчас называется. Вот. И там есть дом культуры, где компактно проживают татары. Краткая справка. В Касимовском районе до революции было 18 населенных пунктов, где компактно проживали татары. Работало 16 мечетей. Сейчас на данном этапе работают 4 мечети действующие. И сейчас мы хотим тоже в селе Сарицыно, Биенцавы, сделать тоже мечеть, реанимировать, потому что она как бы есть, но надо ее восстановить. Сейчас мы этими делами занимаемся. И вот районная администрация посмотрела на наши все усилия, что у нас успешно получается, и они нам в Доме культуры выделили небольшое помещение, но в таком заброшенном состоянии. Это помещение мы отремонтировали, открыли второй татарский центр. Им как бы это тоже понравилось, они нам дали еще одно помещение. Это помещение мы опять отремонтировали, теперь нам хотят отдать спортзал. Представляете? То есть пускай мы такими небольшими шагами, но уверенно идем к победе. Вот как бы так. И что хочу отметить, о том, что к нам в татарский центр, вроде бы называется татарский центр, а теперь уже он стал, я не знаю, как музей что ли, потому что люди приносят из дома вещи своих бабушек, дедушек, вот, и экспозиций у нас получилось очень много. И когда в город приезжают в город Касимов приезжают туристические группы, нас как бы тоже включили в дорожную карту, в туристические маршруты. И что самое интересное, у нас есть русские самовары, есть музей колоколов, но вот люди приезжают из Франции, из Германии, из Японии, вот, из Турции, и они все стараются попасть в татарский центр. В этом году, несмотря тоже на пандемию, за короткий промежуток времени, со 2 по 7 число января, нас посетило около 600 гостей. Это Санкт-Петербург. Вот когда мы ехали сюда, вот Айдар вот не даст соврать, вот, звонили туристические группы уже из Санкт-Петербурга. И поэтому, Василий Гаязович, может быть, мы заключим какое-нибудь тоже соглашение с Казанью, пускай приезжают туристические группы из Казани, тем более сейчас эта трасса, все это сделается, и это как-то будет уже в шаговой доступности. Потому что Касимов город уникальный, мы работаем и с
Институтом археологии Республики Татарстан. Археологи приезжают, копают, находят новые артефакты определенные. Сейчас мы тоже вошли в программу, но опять благодаря муфтию шейху Равилю Ганюддину у нас есть памятники федерального значения, 15 век. Действующий памятник. Это ханская мечеть, это Такие Шах Али хана, это Такие хана Касима. И сейчас казанские археологи еще там обнаружили множество такие, где захоронен хан Касим. Как бы у нас такая история, она же одна. Общая история, да. И поэтому, если есть в Центральном федеральном округе такое место, как Касимов, то, пожалуйста, мы всегда открыты. Приезжайте, будем рады всех видеть, встретить. Татары любят встречать не только своих соплеменников, но и гостей. Вот как бы... То есть на следующий год у вас будет проводить окружной зал? А почему бы и нет? Мы всегда готовы. Мы всегда готовы, да. Вот, да. Фарид Шамильевич у нас тоже в Касимово был. И вот когда мы в 2015 году проводили конференцию в Сюмбике, у нас тоже много представителей Татарстана были, и Даля Рыкович, и тоже как бы... Музей под открытым небом. Да, музей под открытым небом, совершенно правильно. Вот. И что бы еще хотелось попросить, вот Костровское медресе, оно как бы из себя составляет комплекс зданий. Туда входило 3 помещения, даже 4. Одно нам отдали. Здание отдали, все нормально мы там сделали, отремонтировали, пристройку построили. Получилось у нас 500 квадратных метров. Но рядом находятся еще 2 здания, в которых жили купцы Костровы. Касимовы, они всегда были меценатами, они были и строили Московскую соборную мечеть, вот Салих Херзин, это и Гатулла Баязитов, который был инициатором строительства соборной мечети в Санкт-Петербурге, вот из Твери тоже коллеги подскажут, как бы тоже участвовали касимовские татары. Но сейчас просто сердце обливается кровью. Есть Костровское медресе, бывшее здание роддома, в котором я родился в свое время, вот. Но нам это здание никак не передают. Куда мы только не писали, куда мы только не звонили. Вот. И если бы, допустим, Татарстан поможет нам как-то выйти на переговоры с губернатором Рязанской области на эту тему, то мы были бы очень признательны, чтобы это здание сохранить, а не памятники федерального значения. Возьмите дом Шакуловых, у которого там крыша сгорела. Приезжали потомки Шакуловых, землю взяли, плакали, как бы так вот. Да? Шакуловы род свой ведут с пророком Мухаммеда, как бы так вот. То есть земля, она насыщена этой историей. Мен Татарстанның Нұрлат районының Жаһаннам кешегендегі өтегіз бірлік деген ауылдан туып өстім. 3 классқа қадар. 3 классқа орысша бір сөз білмейше әлбетте мені алып кеттілер. Мен сол уақыттан қазір даже оның турында әйтергә дә ұяттыр. Мен қазір ойлаймын да татар орысша. Менә шундай безнең тел ынтыла, тел югала. Әлмәт ул зур шәһәр безнең берлек авыл түгел. Шуның өчен аннары Тверь өлкәсе, аннары менә хәзер уже 20 елдан бирле мин безнең региональный автономияның җитәкчесе булып, хотя татарлар белән 10 ел эшлим инде анда, эшлибез, аралашабыз, эшлибез, сабантуйлар бергә уздырып. Безнең автономия, бу безнең татарлар әз. Но иң кызганычка каршы Тверь өлкәсендәге татарлар настолько ассимилировали там с местным населением, с русскими. Сегодня можно сказать, что по-татарски, в принципе, мало кто говорит. Вот. Если говорит, то это язык, который он далек от литературного и от всего прочего. Но тем не менее мы делаем вот что. Я не буду действительно уходить далеко эти. Хочу рассказать о 2 наших вещах. Это мы в рамках гранта Минкульта Республики Татарстан разработали курс лекций по истории, культуре и традициям татарского народа. Вот. То есть был выбор, типа открываем занятия по изучению татарского языка или начинаем с изучения истории, культуры и традиций нашего народа. Вот,
ну, mana turda shularga ana menga so'z bergan edi, mana Кристинга so'z bergan edi. Вот она молодой историк, молодой журналист, она руководит этим процессом по проведению этих лекций. До сих пор они проходят. Мы разработали достаточно большой курс лекций по истории. Разработали не сами, хотя у нас Фарид Батырович и историк, краевед, разработали с помощью казанских историков, в истинном смысле этого слова. Лекции читает каждое воскресенье в нашем культурном центре историк, молодой историк Ильнар Берикулин. Лекции очень, не просто очень интересные, они очень полезные. Полезные, потому что только я вот лишний раз убедился, насколько это было правильно, то, что мы этот курс лекций разработали, и мы его теперь продвигаем, рассказываем. Молодежи, они видят историю татарского народа, видят, какой народ был. Вот особенно сейчас последние темы, они касаются тем революции 5, 6, 17 годов. Вот, то есть, насколько татарский народ объединился, насколько выступил за сохранение единства, государственности. Я в политику не хочу вдаряться, хотя было желание о политике поговорить, но то, что касается, в прошлом году справили 100 лет со дня образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики, вот, я не могу не сказать о том, что законы, на основании которых была создана автономная Республика Татарстан, они не изменились, и договоренности с 1920 года, они не изменились. Вот только тихонечко все это задвинулось куда-то. Вот. И сегодня, ну, о политике не буду, но тем не менее, общедоступные вещи. Сегодня нельзя не сказать о том, что наш Рустам Нургалиевич, он говорит, региональный валовый продукт растет быстрее, чем пополняется бюджет, потому что регион отдает центру лишнего. Вот. Все, больше ни слова. Значит, то есть история татарского народа настолько многогранна, настолько богата, и я бы всех просил, ну, через вот Кристину, через меня, взять ссылки на наши лекции эти и каким-то образом пропагандировать молодежи. Я то, что сам видел, молодежь действительно, она, ну, духом поднимается, когда видит, что они принадлежат такому народу. Вот. И мы активно участвуем, вот там свозили своих молодых девушек в Казань. Это опять-таки еще один толчок к тому, чтобы обратиться, развернуться к своим корням. Вот. В условиях вот этой вот такой жуткой ассимиляции татар в Тверской области, вот эти все моменты, они имеют определенное значение. Это в качестве как бы рекламы и пропаганды наших лекций. И второй вопрос. Год назад у нас окружное заседание проходило в другом городе, Костроме. Правильно? Ярославль, да. Вот. И мы там мы договаривались, там поднялся вопрос о бизнесе. Сегодня все автономии, все национально-культурные автономии, они действуют за счет пожертвований бизнеса. Вот. Бизнес работает, ну, я сам занимаюсь бизнесом, и сегодня любое мероприятие, оно за счет вложений, за счет пожертвований бизнеса. И мы там заговорили о бизнесе и договаривались о том, что мы дадим информацию о том, кто в каком регионе, татары в каком бизнесе занимаются, для того, чтобы хотя бы на уровне горизонтальном у нас была информация, чтобы если у меня есть строительная компания, если у меня есть заказчик, мне нужны субподрядчики, например, или еще что-то, я ищу среди татар в первую очередь. Вот. И обо мне бы узнали, я бы там для своего бизнеса заработал бы денег, и, естественно, мы, еще раз говорю, что национально-культурная автономия, наша общественная организация, они существуют за счет бизнеса. Вот. В общем-то, надеюсь, что
вещи, о которых я сказал, были актуальны. Вот, спасибо за внимание. Совершенно замечательное мероприятие, и я всегда с большим удовольствием посещаю, и рад всегда видеть друзей, с которыми в неформальной обстановке мы тоже есть возможность пообщаться, и это немаловажная составляющая часть, вы об этом вчера говорили, такого рода мероприятий. Что сказать о Москве? Москва имеет, наверное, меньше проблем, чем у многих других, благодаря Богом данному дому Асадуллаева, который мы сейчас называем Татарским культурным центром, и многих проблем, которые есть у других, и трудностей у нас нет. Поэтому многие вещи мы можем делать на системном уровне, не обращаясь никому с просьбами, наоборот, к нам очень многие обращаются с просьбами. Хочу сказать, что обязательно отметить в присутствии всех, что в последние 2 года нам очень сильно помогает Республика Татарстан. Выделены субсидии, которые у нас идут на нашу деятельность, на оплату коммунальных услуг, на ремонт помещений. Вы видите, как преображается наш дом, и на многие другие вещи. Поэтому это такое подспорье, которое трудно переоценить, и республика, как всегда, выступает двигателем нашей деятельности, двигателем нашего прогресса. Я не буду перечислять, ничего, наверное, не буду говорить о нашей деятельности. Выступающие сегодня об этом говорили. Таблицы, которые представлены были сегодня исполкомом Всемирного конгресса татар, они сами за себя говорят. Может быть, скажу, что действительно в Москве, как мне кажется, не отличительная черта, но очень придается большое значение межнациональному согласию и межконфессиональному согласию. В Москве существует Московский координационный совет по делам региональных землячеств, совет по делам национальности при правительстве Москвы, который объединяет буквально все национальности, и мы работаем в самом тесном союзе, и не будем скромничать, татарская община Москвы является флагманом во всех этих мероприятиях. Ну, может быть, еще отметим такую сторону деятельности, о которой не говорили сегодня совсем. Ведь наука, культура и жизнь, она многообразна. И существуют те процессы, которыми мы занимаемся, но существуют еще такие вещи, как спорт. И здесь татарская община Москвы, хочу вам сказать, является 3-кратным чемпионом Москвы в межнациональной футбольной лиге, 3-кратным победителем спартакиады народов города Москвы, чемпионами наших представителей, чемпионами Москвы по шахматам, шашкам, ну, естественно, в традиционном нашем виде борьба. Ну, біздің өз уақытында енді 25 жылдық, біз бірнеше штаб ұйыштырдық. Шуның бір штаб татары біздің облыста, штаб облыста эшләгән, біздің Фарид Шайвинович бик яхшы элемтә договор бар инде, менә Иванова белән дә договор собирается, менә кичә Альбин хәзрәт белән тоже собрались, уже не тоже договор связывались. Шунар біздің бір штаб татар, ул отдельно работает в Московской области. Вот. Один штаб татар у нас работает российский, и бір штаб татар біздің яшьләр белән штаб татар молодежи. Это все отдельные сайты, это все отдельные аккаунты. Менә безнең теге вакытта булды исторический рубеж, безнең бір штабның роликлар 1000 перевалило, и нас в день посещает 50 тысяч, значит, наши аккаунты. Это почти как бизнес онлайн скоро мы будем, да, вот надеемся, мы этому придаем большое значение. Василий Ильич, у вас вот, мы были в конгрессе, там письмо лежит, потому что у нас тоже вот есть в общей сложности вот 150 таких активистов, да, вот хотелось бы вот награду, чтобы рассмотрели их письмо, значит, и потом, значит, ну вот у нас тоже, поскольку у нас вектор политики выкладывается аксакалами, а у нас с вами аксакалы общие, которые, значит, в ВКТ со временем составляли, поэтому уж они нам политику выкладывают, и вот мы с Данией Шакировым мы согласовали все планы мероприятий по 30-летию, тоже хотелось бы нам принять активное участие. Вот. Очень рекомендую почитать вам вот эту книгу. Это очень уникальная книга, мы сколько сил туда вложили. И вот, значит, сейчас у нас будет еще такие поездки. Вот, значит, Даниил Шакиров хотел нам выделить там несколько городов еще дополнительно, куда мы съездим.
с вами согласовывать, значит, вот. Ну, наверное, все. И потом, Василий Гаевич, вы же скажите, пожалуйста, секрет главный, как вам удалось Тимаева вместе с Греем на фотографии помирить? Мы сейчас друзья. Радик только что прилетел в Россию и мне написал: добрый день, хайрлы канар, я в Казани. Поэтому это тоже очень дорого стоит. Я представляла татар Ханты-Мансийского округа на 2-м и 3-м Всемирном съезде татар. Вот, сейчас переехала в город Химки. Я хотела сказать две вещи. Значит, перед наступающим вот этим Новым годом ОСИ опубликовала рейтинг регионов по уровню жизни по 161 показателю. И в этом рейтинге я с удовольствием увидела Тюменскую область, Ханты-Мансийский округ, Татарстан. То есть первые строчки этого рейтинга по качеству жизни, по уровню развития и экономики, и социальной сферы занимает наш любимый Татарстан. Туда вошли еще Ямал, а также еще и Чувашская республика, Белгородская, ну, естественно, Санкт-Петербург и Москва. Я просто хочу сказать, что это радует, что регионы компактного проживания татар всегда занимают верхушки рейтингов. И вы не случайно сказали, что это регионы-доноры. Фактически, значит, бюджет пополняется усилиями, трудом татар. И это нужно как-то побольше выделять, пропагандировать. Я считаю, что вот коммунисты в основном брали пропагандой. Сейчас эти позиции почему-то, значит, утрачиваются. То есть, я думаю, каждому сидящему здесь очень приятно узнать, что Татарстан неуклонно занимает первые строчки рейтингов. Я была недавно на выставке ландшафтного дизайна. Там татарские дизайнеры заняли первые места. Это ландшафт, значит, ландшафтные парки, 12 парков Казанки. Нас очень радуют эти успехи Казани, Татарстана. И хочу сказать, что не совсем правильно сетовать на нашу молодежь. Наша молодежь трудится. Конечно, сабантуи, конкурсы, пляски и так далее важны, но хотелось бы обратить внимание, что наша молодежь очень трудолюбивая, трудоспособная, и вот именно на этом нужно заострять внимание. Вот, поэтому я благодарю всех, кто занимается общественной деятельностью, но наши дети, вот я вырастила 3 детей, они занимают неплохие, как сказать, позиции, с удовольствием бывают в Казани, у нас там и квартиры есть, и я думаю, что они будут достойными продолжателями. И думаю, что к пенсионному возрасту они подхватят, вполне возможно, нашу, значит, эстафету. Но на данный момент с молодежью, я думаю, нужно менять формат работы. Формат работы должен быть современным и, значит, во благо и Татарстана, и нашей нации. Вот. И именно их трудовой вклад сейчас нужно, как бы сказать, поддерживать, и поддерживать эту молодежь именно в этом плане. Потому что им сейчас трудно, они трудоголики, вот, и тоже нуждаются в каких-то новых формах работы. Мен сразу екінші сұрағымды бере аламын. Екіншісі, мен дұрыс хатırlasам, дұрыс санасам, сіздің Милли шура рәйсі болуыңызға 5 ел. Келесі 5 еллыққа сіз сайланырға тілейсізме, әзірме? Һәм бұл 5 еллық хизметіңізді өзіңіз нешек бәялейсіз? Рахмет. Һәм соңғы 2-3 елда біз Башқұртстанда, Субханалла, нық эшлей алдық, һәм инде аның җитәкчесе Ради Фарич та безгә ярдәм итте. Шул вакытта без анда үзебезнең конгрессның төп итеп вәкилне сайлап, Альфред әфәндене куйдык.
Олда тырышып, яңа команда белән эшли башлады. Хактан да күп кенә татар районнарына барып җитеп, зур эшләр эшләдек. Һәйкәлләр ачылды безнең Газиза Гитов, безнең героебыз иң беренче булып Рейхстагка флаг куйган. Безнең кара генерал Даян Баяныш дип әйтәбезме? Аңа да былтыр 100 булып һәйкәл куйдык. Мәктәпләрдә, бакчаларда, алмагачлар утыртып очрашып, музейлар карап, шул ук вакытта Казанда күп йөреп, китаплар язып, Башкортстанда яшәүче татарлар турында. Менә инде бүгенге көндә әйтәбез 1 миллионнан артык анда татар яши. Шуңа күрә безнең мөнәсәбәтләр бик әйбәт. Менә соңгы баруда мин Башкортстан курултайы белән очраштым һәм инде өлкәләрдә, чит илләрдә, диаспоралар булган җирләрдә татар-башкорт оешмалар аланда безнең үрнәк үзәкләр бар. Менә шуларга алып, бергә татарны да, башкортны да саклап, алга бару турында сөйләшүләр булды. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, бу субханалла без бер-беребезне аңлап алга барабыз. Икенчесе дигәндә хактан да менә бу 2 августта үтәчәк съезд. Инде ул 5 еллык була, конгресска 30 ел була һәм ул безнең 8-нче съезд. Устав тигезендә безнең Милли шура яңадан сайланырга тиеш. Милли шураның рәисе яңадан сайланырга тиеш, исполком җитәкчесен яңадан сайланырга кирәк. Шуңа күрә әле теге бүгенге көндә аның турында уйларга вакыт юк, чөнки округларда очрашу 1100 еллыкны үткәрү. Мин әле оештыру комитетында рәиснең урынбасары, шуңа күрә ул минем җилкәләрдә съезд хәзерлекләр бара, Сабантуй федераль Сабантуйлары менә Ульяндә Дәрис Иванович кичәгенә барып кайтып, анда оештыру комитеты булды һәм Мордовиягә чыгып китәбез. Шуңа күрә эшләр сыпканала җитәрлек. Шуңа күрә канәгатьлек дигәндә менә ул 5 ел дигәндә мин теге һәр вакытта да әйтәйдем, әгәр дә син канәгать булсаң, гариза язарга да пенсия китерә кирәк. Шуңа күрә эшлисе эшләр күп, менә бер караганда канәгать булып кына кирәк китәсең килә, теге чем больше в лес, тем больше дров дигәндә. Бысы бар икән, бысын белән сөйләшергә, бысына ярдәм итәргә кирәк, бысына карарга кирәк, монда итәргә кирәк. Шуңа күрә һәр вакытта да үзеңне бәләкәй генә канәгатьлектән туктатып торырга кирәк. Чөнки эшләгән эшләр. Икенче караганда ул безнең зур горурлык. Әле менә күптән түгел генә Пермь губернаторы белән Дмитрий Николаевич белән президент Рустам Нургалиевич сөйләшеп утырганда, мин кыска гына доклад ясаганда әйтәм, вот посмотрите, говорю, при поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича буквально за последние 2-3 года в Новосибирске получили бывшее здание, разрушенное здание детского сада, его восстановили. В Новосибирской области проживает 26 тысяч татар, а мы там построили офис 800 квадратов. Тот татарское подворье, которое привезли на федеральный Сабантуй, поставили на земельный участок, и получился музей под открытым небом татарского подворья. И сегодня вот 800 квадратов офис, подворье полностью работает не только на Новосибирскую область, а на весь регион. В Санкт-Петербурге 305 квадратов получили офис, отремонтировали, и они уже там работают. Ростов-на-Дону 105 квадратов. Впервые были в Якутии, после нашего отъезда сразу пригласили руководителя, офис дали 35 квадратов, начал работать. В Бурятии сейчас 28-го поедем, откроем дом, татарский центр, буквально в 15 километрах от монгольской границы. Особой гордостью является, с одной стороны, это трагедия была, но как татары подключились, это деревня Караколь Омской области, когда 6 мая половина деревни сгорела, все татары собрались под руководством губернатора, конгресса. Мы буквально к началу сентября полностью восстановили деревню. Памятник павшим участникам Великой Отечественной войны. Там посадили яблочный сад и отметили 360-летие этой деревни. И что очень важным является, всем миром собирали деньги. В этой деревне в свое время, давным-давно, татары уехали в Турцию и там создали татарскую деревню. Кто потом в Америку, кто там остался, кто в Австралию. Когда узнали, что их деревня сгорела, они всех подняли и 1 миллион рублей собрали и отправили в эту деревню погорельцам. Поэтому вот такие, они в самом деле вызывают чувство уважения, гордости, создание комфорта. И когда, ну вот, например, пример, хотя директор нашей уважаемой школы сказал, я сейчас заявку даю, с удовольствием примем дар, но это немножко неправильно, мы не дарим.
Мы существующим апробированным ансамблем, который уже признанно даем эти костюмы, чтобы они дальше вели. В Бурятии у нас есть татарский ансамбль. На очень высоком уровне во всех грантах, фестивалях в Забайкалье они занимают призовые места. Мы шили костюмы, отправили туда. И вы знаете, тоже особая гордость и особенность России. Когда мы туда приехали, у нас ансамбль был в усеченном составе, всего 8 человек. И такие шикарные татарские танцы танцевали. И из этих 8 человек 4 это бурятки, по-моему, 1 русская, а 3 татарки. То есть у нас нет принципа, что вот если татарский ансамбль, там должны быть только татары, татарки, ради бога. Если бурятки одевают наши татарские национальные костюмы и танцуют наши национальные, это только здорово. Этими Россия сильна. Поэтому вот такие вещи мы делаем и с удовольствием. Это вызывает определенную гордость. Я не сказал бы, так ударнёс, не тегезме, кунгалигизга кирдеме, ул горлук тудра. Шляганнасы кубрак шлисы келе. И если уже сейчас совсем по-дружески сказать, 21 год позади, у меня 99 дней командировок. Вот за 21 год 116 дней выходных, если взять, и 99 дней. Хотя понятия выходных у нас нет. То в воскресенье мы были в Уфе, вот в субботу вылетаем в Питер, в воскресенье в Мурманск, и поэтому все пересекается. Субханалла, саламатлик бар, тиляк бар, наш шундичи такшилар, активлар бар, рахатланып шлешак бас. А с точки зрения своей кандидатуры, мына біздің активистлар, жетекшілеріміз бар, егер де айталар екен, бізге сіз керек, шлей алабыз, десәләр, бұл ансы бір фикрібіз, аны мен нықлап тыңларым. Екінші қарағанда біз айтамыз, мына біздің президентіміз Рустам Нұрғалиевич, ол Татарстан президенті ғана түгіл, ол бүтін татарлардың президенті деп. И шуңа күрә еще немаловажно и мнение президента, а по уставу я еще могу выдвинуться на один срок. То, что вот мы смогли за этим круглым столом пообщаться, поделиться своим опытом, и это абсолютно полезно. И каждый приезжает, с одной стороны, показать свою работу. Это важный момент, так как мы лидеры, мы руководители, за нами активисты, за нами татары. И каждый из нас хочет вот свою работу, которая есть, благодаря поддержке администрации городов, районов, субъектов Российской Федерации, это единая наша работа. С другой стороны, когда мы начинаем выступать, мы сөйлеген уақытта харбірта қарайбыз. Мында таблицада дейбіз өзімізде әбіздің нәрсе бар. Меңа қызық ол, қызық түгел ме? Вот даже когда различные проекты, мы же не говорим о том, что это система отчетности, в котором Конгресс как-то там ранги, рейтинги делает. Нет. За то, что мы есть, уже здорово. За это уже огромное спасибо. Если еще лучше будем, наша же задача немножко показать, не в том плане, что вот ты проспал или не проспал, всегда в позитиве. Опа-на, а вот я хотел это, мне руки не доходили, а здесь, оказывается, я давайте посоветуюсь, а здесь переговорю. Вот такие круглые столы, неформальные встречи, обеды, чаепития позволяют ответить на те вопросы, которым ты хотел от кого-то услышать профессионально. Иногда же просто как-то даже неудобно у себя в районе, в городе кому-то подойти и сказать, там другой национальности, или своего зама, а как бы, ну ты же лидер, а здесь мы все равны. И подойти там, где тебе неудобно, за этим столом можно просто подойти и сказать, шепни, покажи, как это, я бы тоже хотел так сделать. Вот это. А потом уже немножко обогатившись, приехать, собрать всех, пригласить еще раз от имени Всемирного конгресса татар, Национального совета сказать спасибо и сказать, нас одобрили, нас похвалили, сказали спасибо, надеются на нас. И поэтому надо работать, не покладая рук. И тем более каждый год у нас какие-то юбилейные даты, особо важные даты. Шуңа күрә, вот менә бүгенге очрашуга мен бик шатмын. Инде һәрберебезгә дә саулык, сәламәтлек теләп. Теге иртәге көннәрдә дә шулай Аллаһ насыйп итсен инде үзебезнең милләтебезгә хезмәт итәргә. Но и в то же время 22 год. Наверное, когда-то ковид уйдет, и мы сможем собрать помещение по 1000 человек. Да. Сегодня, если бы коронавируса не было, позволял
я уверен, что мы сегодня сидели бы в Центральном доме культуры Орехово-Зуево, независимо там 500, 600, 800 человек, шикарными концертами, общениями, подарками, но мы сейчас вынуждены именно работать в этом формате. Абсолютно правильно коллега сказал, когда я говорю коронавирус, вот эти ограничения нам открыли другую возможность. Просто пример татар-диктанта. Когда мы в 2020 году писали его воочию, мы смогли привлечь только 340 тысяч. А когда в 2021 году перешли на онлайн, 1 миллион. То есть люди вон там, и там надо тоже работать. Если мы туда не дойдем, значит другие будут работать. Молодежь, вот правильное выступление было. Мы-то прошли пионерию, комсомол, партию. Если по этой системе начнем готовить наших молодых, и его, если в стране нет, как они поймут, что это такое, да? И поэтому и молодежи другой подход нужен. Хотя проблема отцов и дедов, она и всегда по жизни была, но всегда находили выход. И поэтому и молодым надо другой подход находить, и в современных условиях в интернете надо подходить. Если мы этого не сделаем и будем думать, а мы вот такие пойдут, ну, постепенно, вот же, значит, Мухаддас Афанди дұрыс айтты, уже югалта башладық деп. Басы келмей где-то неинтересно. Должен быть же интересно, гордо должно быть. Шолық динебіз дегенде, ислам дегенде, әгерде біз жиде буынны білмесек өзіміздің, түп нәсілләрімізді білмесек, буынымызды білмесек, әгерде біз мәчетлерден айырыла башласақ, былай башласақ, бітәшек. Біз шуңа күрә біз менә җыелабыз, сөйләшәбез, аңлатабыз, күрсәтәбез. Рәхмәт белдерәбез. Шуңа күрә тагын бер кат барыбызга да бик зур рәхмәт. Әгерде рөхсәт итсәгез, мен Конгрессның рәхмәт хатларын тапшырып, и аннары инде бәлки безне Фәрит әфәнде ашка да чакырыр иде. Рәхмәт. Рәхмәт. Һәм инде менә шушы бүләкне Казан шәһәренең Кремлен сезгә тапшырабыз. Bilmilayik yaşlığımdan kitesi şulu kitesi Kıyınla şul yaşlığıma sağ bul deyip eytesi Ömürleri sularda ısıman Ağada ağayken Yaşlığım nige sığmarda Kalada kalayken Ömürleri sularda ısıman Ağada ağayken Yaşlığım nige sığmarda Kalada kalayken Ayşaklarda, düşlerimde Yaşlığıma min qaytam Uram boylap dostlar bilen Jırlap yürüydi sıman Ömürleri sularda ısıman Ağada ağayken Yaşlığım nige sımarda Balada kalayken Tukta deyip ündəşsən də Tuktatıb bulunmuy anı Hər nərsənin üz vaxtı Yaşlıqның da üz şağı Ömürləri sularda ısıman Ağada ağayken Yaşlığım nige sığmarda Qalada qalayken Ömürləri sularda ısıman Ağada ağayken Yaşlığım nige sığmarda